эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Третий этап исследования вакцины от COVID-19 может начаться в течение недели. В испытаниях примут участие несколько десятков тысяч человек. Сегодня День воздушного флота России и 95-летие со дня рождения гражданской авиации Якутии. Всех причастных поздравил глава республики. Все необходимые товары для школы в одном месте. В Якутске заработал школьный базар. Третий этап исследований вакцины против коронавируса, разработанный Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, может начаться в течение 70 дней. Об этом рассказал директор центра Александр Гинзбург. Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщали, что после регистрации препарата в клинических испытаниях примут участие 2000 человек. Гинзбург, в свою очередь, рассказал, что к третьему этапу планирует привлечь несколько десятков тысяч человек. Исследования будут проходить в Московском регионе. Между тем, 52 новых случая заражения коронавирусом выявили в Якутии. В столице региона 35 заболевших. По одному в Верхневилюйском, Горном, Ленском, Абыйском и Устьянском районах. По 2 заболевших в Намском и Чурапчинском. И по 4 в Нюрнбергском и Оленёкском. Все контакты инфицированных выявлены и изолированы. Лаборатории республики за сутки провели почти 3000 исследований на коронавирус. Оперштаб региона подтвердил 4 летальных случая у пациентов с коронавирусом. К другим темам, Арктический государственный агротехнологический университет подписал соглашение с дочерней компанией «Роснефть» ТАСС «Юрях-нефтегазодобыча» о восстановлении более 10 гектаров леса на территории села Нью-Эленского района. Общая площадь работ составит более 133 гектаров. В 2018 году при ВУЗе был открыт факультет лесного комплекса и землеустройства. Уже в этом году впервые в качестве пилотного проекта Арктический агротехнологический университет при поддержке Минэкологии Республики и компании «Якутлесресурс» открыли лесопитомник в селе Солянка Оленёкского улуса с проектной мощностью 3 миллиона саженцев. Ребята уже выехали, это наши студенты и наши сотрудники. Мы должны лес восстановить, очистить и 280 тысяч саженцев посадить. Это лиственница и сосна районированная. Идут переговоры с Сургутнефтегаз. В этом плане тоже большие планы. Они тоже хотят лес восстанавливать. Почему? Потому что с 1 января этого года вступил в силу федеральный закон по восстановлению леса. Отметим, что Якутия является самым крупным субъектом России, где находится более 20% лесного фонда страны. Общая площадь лесов в республике составляет более 256 тысяч гектаров. Сразу 2 больших праздника. Сегодня День воздушного флота России и 95-летие со дня рождения гражданской авиации Якутии. Работников и ветеранов авиационной отрасли с профессиональным праздником поздравил глава республики Айсыл Николаев. Событие, которое считается днем зарождения авиации Якутии, произошло 8 октября 1925 года в Якутске. В небо впервые поднялся самолет «Сопвич», пилотируемый летчиком Фадеевым. Самолет, взлетев в пристани Деркелах, совершил посадку на Зеленом лугу. В наши дни в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры проводится реконструкция 16 аэропортов. Уже обновлены аэропорты Тикси, Саккырыр, Чакурдах, Среднеколымск. Идут работы в аэропортах Якутск, Алекминск, Нерюнгри, Жиганск, Верхневилюйск. Также идет обновление авиапарка, расширяется маршрутная сеть авиакомпаний. Осень не за горами, а вместе с тем и первые холода. Сейчас по всей стране идет подготовка к отопительному сезону. В Хандыге, например, в одном из микрорайонов завершается ремонт, и, как ожидается, тепло в квартиры подадут вовремя. Подробности у Марии Винокуровой. В летний период ТСЖ «Новый» по плану проводят косметический ремонт домов. В прошлом году рабочие побелили и покрасили подъезды многоквартирных домов по улице Кудрявого, 32 и 36. Этим летом такие же работы сделаны в многоэтажках по улице Петра Алексеева, 2 и 4. Также забетонированы лестничные площадки, заменены дощатые настилы к подъездам. В следующем году косметический ремонт подъездов намечен в домах по улице Петра Алексеева, 6 и 8. 400 точно ушло на 2 дома. Это полностью покраска, побелка внутри всех этажей, всех перил, там, ступенек. Нормальное состояние привели подъезды. В эти дни планируется замена электрощитов в подъездах домов по улицам Кудрявого, 32 и Петра Алексеева, 2. Оборудование закуплено, ожидается подрядчик.
Прямо сразу, как отопительный сезон закончился, мы сразу начали делать, где надо менять отопление, там трубы, задвижки. Это все мы сделали сразу. Ну а сейчас только вот опрессовка и промывка, и все. Остаются нерешенными вопросы по капремонту 7 жилдомов, включенных в план фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Самый сложный из них – дом по улице Геолога Кудрявого, 31, где давно необходимо построить крышу. Но в период пандемии коронавируса вопрос ремонта домов остается открытым. Мария Винокурова, Александр Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Летом этого года в Нерюнгри впервые стартовала программа летней занятости для молодежи «Отряды мэра». Участники получили бесценный опыт, знания и нашли новых друзей. С первыми городскими трудовыми коллективами встретилась Екатерина Павлова. Школьников в ярких жилетах с надписью «Трудовой отряд» на городских улицах видно сразу, даже несмотря на густую зелень. Ребята с большими мешками собирают мусор, который накануне разбросали в скверах и парках несознательные горожане. По лицам ребят видно, что они не отбывают повинность, а увлечены, азартны и настроены оптимистично. Работа очень хорошая, впечатления хорошие, знакомства новых, очень много. До этого у меня не было такого опыта, потому что все время гуляешь, ничем не занимаешься, а тут что-то уникальное такое, прям интересно. Тут и тренинги, и чем-то занимаешься новым. В общем говоря, на месте не сидишь. Это все-таки ваш город, вы здесь живете, и для вас это будет лучше, если вы не будете загрязнять. Работа мне сама по себе нравится, коллектив хороший. Благоустройство города, мелкий ремонт, подкраска заборов. Помимо основной работы, ребята знакомятся с общественными объединениями, государственно-культурными учреждениями города. В этом году для Нерюнгри это пилотный проект, поэтому отряд составляет всего 10 человек. На следующий год отряды планируют увеличить, так как желающих очень много. Претендовать, скажем так, на вступление в этот отряд могут дети от 14 до 18 лет. То есть это несовершеннолетние граждане, официально устраиваются с заведением своих первых трудовых книжек, получат достойную оплату в рамках федерального законодательства за свою работу. Работают они в среднем по 4 часа в день, выполняют всю поставленные задачи, которые мы им ставим. И этот механизм работы – это отличная профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, занятость несовершеннолетних в летний период. Сегодня первая нерюнгринская бригада уже составляет свою летопись, рассказывая о проделанной работе, о коротком, но насыщенном совместном трудовом пути и о дружбе. Отряд мэра – это не только трудовая школа для подростков, но и школа жизни, где можно проверить свои навыки работы в команде, принятия и выработки различных решений. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Родители смогут принять участие в составлении школьного меню. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России. Для этого необходимо обратиться к руководителю образовательной организации в том случае, если школа самостоятельно организовывает горячее питание, или к оператору, если поставку питания осуществляет сторонняя организация. Также в ведомстве подчеркнули, что одноразовое бесплатное питание ученики будут получать в зависимости от режима обучения. Для тех, кто посещает школу в первой смене, будет предоставляться бесплатный горячий завтрак, а для тех, кто во второй – горячий обед. Ранее президент России Владимир Путин поручил особое внимание уделить малокомплектным школам, которые чаще всего располагаются в сельской местности, чтобы там все ученики могли пользоваться предоставленными льготами на питание. Школьный базар заработал в Якутске, правда, без былого размаха из-за пандемии коронавируса. Продавцы отмечают, что покупателей немного, несмотря на то, что учебный процесс в школах будет проходить в традиционном очном формате. Торговля идет с соблюдением всех санитарных норм. В крупных палатках есть антисептики. На полу разметка для соблюдения безопасной дистанции. Режим работы с 10 до 19 часов, без выходных и перерыва на обед. Преимущество ярмарки в том, что в одном месте можно приобрести все необходимые товары для школы. У нас цены не поднялись, но у нас продаются такие тетради зеленые, обычные, школьные, начинаются от 5 рублей. У нас здесь широкий выбор, вот здесь ранцы, здесь рюкзаки. У нас цена рюкзаков и ранцев начинается с 1000 рублей. С прошлым годом цены совершенно не изменились. У нас уже много лет в магазине цены не меняются. Мы все оставляем на прежнем уровне уже лет 5-6. Скажите, пожалуйста, соблюдаются ли санитарные нормы? Да, конечно, мы согласно всех законов новых все приобрели. Антисептики для рук, соблюдается дистанционная дистанция.
Ну и обрабатываем каждые 2 часа хлором все. Ходим в масках, перчатках. И покупатели, если заходят без масок, мы предлагаем продажи. Ленск присоединился к неделе грудного вскармливания. Акция направлена на популяризацию естественного вскармливания малышей. Известно, что грудное молоко может уберечь новорожденных от болезней как в младенчестве, так и в дальнейшей жизни. И в целом благоприятно влияет на ребенка и маму. Подробности в следующем сюжете. Дима родился всего месяц назад, активным и здоровым ребенком. «Буду кормить только грудью», – решила его мама Мария. Грудное вскармливание, в первую очередь, это иммунитет ребенка. Это здоровье, это закладываются все самые полезные элементы и, конечно, это связь ребенка с мамой. Врачи рекомендуют первое кормление в течение 1 часа после родов. Исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев. Молоко матери – лучшая пища для младенца и уникальный продукт. Индивидуальный по вкусу и составу у каждой женщины. Его не заменит ни одна смесь и молоко животного. Состав грудного молока и козьего коровья абсолютно разный. Вот именно в женском молоке преобладают у нас углеводы, то есть то, что необходимо именно детям. В коровьем и в козьем молоке там преобладает белок, то есть то, что необходимо животным, да, для роста. Это абсолютно разные компоненты. Как правильно кормить и почему это важно, рассказывают в рамках недели грудного вскармливания. Она проводится ежегодно с 1990 года, с 1 по 7 августа. В ней участвуют 170 стран. О пользе естественного кормления врачи говорят не только в эту неделю. Они консультируют ленчанок постоянно. И это приносит свои плоды. Более 70% мам, и это только в Ленске, предпочитают грудное вскармливание, но только первые месяцы жизни ребенка. И после 3 месяцев к полугодию этот процент снижается до 35, до 40. Я не помню такого, чтобы мама категорически отказывалась от кормления грудью, но по некоторым причинам все-таки получается, что так. Это чаще всего заболевание мамы. Грудное молоко не только полезно, но и выгодно. Подсчитано, на искусственном вскармливании семья ежемесячно тратит не меньше 5000 рублей. Конечно, деньги не главное. Важнее здоровье мамы и малыша. Марина Крутихина, Ксения Журавлева, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.